Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема сегодня нашей встречи – выход подростка из приемной семьи, как подготовиться к этому событию. Вести ее буду я, Лужикова Ирина Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий. Период выпуска из приемной семьи – это кризисное время, когда старое уже не устраивает, а новое еще, как говорится, не установилось. Молодые люди переживают очень сильные двойственные чувства. С одной стороны, большинству из них уже хочется перейти в самостоятельную жизнь, хочется независимости, свободы в решениях, в своих действиях. А с другой стороны, у них естественная реакция эмансипации от семьи отягощается именно пережитой в детстве травмой и слишком раннего отделения от семьи. И эта боль актуализируется. Поговорим изначально о сепарации, о таком понятии, когда происходит отделение ребенка от взрослого и как же ему помочь в этом. Результат сепарации от родителей. Вот здесь вы видите на слайде как раз таки цели. Это умение без посторонней помощи управлять и распоряжаться своей жизнью, умение самому принимать решения и нести ответственность за их последствия. А как же объемно выразить эту цель, сказать глобально, емко, наверное, научить счастливо жить детей без нас, без родителей. Как это работает? Так. Во-первых, здесь в первую очередь, наверное, мы будем говорить о привязанности, о той эмоциональной связи ребенка, которая является основой тому, чтобы впоследствии ребенок благополучно вышел из семьи, отделился от семьи. И привязанность имеет целью формирование чувства безопасности, развитие базового доверия к окружающему миру, чтобы ребенок мог справиться с тревогой и родитель не тревожился. Для чего нужна эта привязанность? То есть для чего ребенку нужно вот это базовое доверие к миру, какая-то безопасность какую-то чувствовать. Все очень просто, для того, чтобы он мог осваивать мир, и причем ему было это делать не страшно. Осваивать, то есть не только удовлетворять потребности в еде, в уходе за собой, в пище, но и получать какую-то новую информацию от окружающего. И, наверное, самое главное здесь – это умение жить в социуме. То есть удовлетворять потребности в эмоциональном тепле, в поддержке, уметь строить близкие отношения, создавать круг близких отношений, уметь делиться эмоциональным теплом и поддержкой с окружающим. Так, я, наверное, немножко перескочила. Да. Теплом и поддержкой делиться с окружающими людьми. Вообще тема сепарации невозможно ею заниматься именно в подростковом только возрасте, То есть вот так пришла в голову мысль, что пора ребенку выходить из семьи, пора сепарироваться. За один этот период это не произойдет. Так же, как если бы вы, например, захотели посадить зерно, и за вечер бы оно выросло. Отделение, данный процесс уже начинается с самого рождения ребенка. Вот как раз таки здесь этапы сепарации по Светлане Черкасовой. И первое отделение, первая сепарация уже начинается с самого рождения ребенка. Если в момент физического отделения ребенка от матери были какие-то трудности пренатального периода, были тяжелые роды, то уже можно отметить, что временные границы отделения, они уже будут сдвинуты. Причем во всех остальных этапах. И если мама с любовью относилась к ребенку, реагировала на его импульсы, играла с ним, эмоционально откликалась, то наступает следующая фаза, называется функциональное отделение. И примерно это где-то в год, когда ребенку исполняется. У ребенка желание осваивать мир появляется только в том случае, если сформировалось, как я уже говорила, изначально доверие к миру, чувство безопасности. А если же этого нет, то и временные границы получения следующей автономии ребенка также сдвигаются. Что же мы можем здесь говорить про
да, если это ребенок приемный. Естественно, эти границы будут сдвинуты и на очень огромный период времени. Да? То есть если, например, первично когда ребенок только родился, и мать, например, отказывается от ребенка, естественно, вот той эмоциональной теплоты, того доверия, которое должно сформироваться у ребенка, этого не происходит. А значит, и желание, ну вот, то есть само вот это желание постигать окружающий мир, быть каким-то образом, проявлять, воспитывать внутри себя самостоятельность за какую-то, уже с этого момента, можно сказать, ответственность, да, ну это так уже в кавычках, этого не происходит, потому что базовые потребности не удовлетворены. И если мы будем рассматривать следующий этап, это будет этап в 3 года, как раз в этот момент происходит пространственное отделение. То есть что в этом случае ребенок делает? Ребенок идет в сад, он сам выбирает игрушки, сам выбирает и одежду, сам придумывает здесь себе занятия. И это происходит только в том случае, если на предыдущем этапе все было благополучно. Да? То есть, что значит функциональное отделение? Да? То есть те функции, которые ребенок изначально, например, на первом этапе только с мамой мог делать, да? Там мать кормила его, только с ним вместе на руках всегда он был, то здесь уже он что-то может делать сам, какие-то функции он делает сам. И вот эта самостоятельность, вот это отделение от мамы, вот в этом и выражается. В пространственном отделении, то есть именно временное, пространственное происходит, да? Он уходит в садик, он что-то делает сам без мамы, да? Вот здесь на расстоянии уже каком-то. И, естественно, желание осваивать это пространство, желание где-то быть без мамы, здесь тоже может отяготиться, да, так сказать, эта сепарация быть намного позже, если же вот возникли какие-то трудности на предыдущем этапе. В 11-14 лет отделение от ребенка уже будет сепарация называться как эмоциональная сепарация. Когда внешний мир для ребенка уже становится главнее семьи, когда ребенок выходит за пределы семьи. И важно в этом периоде именно передать ребенку ответственность за поступки, за учебу, за тем, кем он хочет стать, да, за профессиональный выбор, за свободное времяпрепровождение, кстати. И если родители, думая о том, что ребенок ничего не сможет, ребенок, за него надо все всегда решать, он ничего не может шаг сделать без моей поддержки, это так и будет. То есть, и естественно, вот эти свои желания где-то, то есть решение делать, ответственность брать, ребенок будет это делать на улице, да, то есть с теми, кто эту свободу ему, как говорится, предоставит. И последний этап, он где-то 18-20 лет и более, да, это финансовая и бытовая сепарация. Вот если на предыдущих этапах было что-то не так, и говорить об отделении ребенка уже на этом этапе даже не стоит. Да, то есть период этот переносится и на 30, и на 35 лет. И здесь хочется подытожить и сказать следующее, что настоящая сепарация, то есть отделение, возможно добиться только имея эмоциональную близость и ощущение принадлежности к взрослому. Баланс между заботой, любовью и возможностью ребенку развиваться, да, постигать окружающий мир, то есть отходить от взрослого, у каждой семьи будет свой. Опора на то, что ты уже получил на предыдущем этапе, и развитие, познание окружающего, это как две стороны медали. Да? Вроде бы и нужна забота, нужна вот эта поддержка, но при этом желание развиваться, да, что-то постигать, быть где-то самому, да, как я, как личности, вот как раз-таки вот этот баланс нужно родителям поймать, что ли, да, нащупать, найти. И поэтому вот это отделение, эта сепарация, она в каждой семье будет идти по-своему. То есть нет какой-то общей, да, такой парадигмы, что вот в этот момент должно быть то-то, то-то, то-то. Это все примерно. И ориентироваться нужно обязательно, то есть в отношениях со своим ребенком. А что не так, почему это происходит? И, соответственно, возвращаться назад и, как говорится, это ребенку додавать, да, чтобы в дальнейшем все сложилось благополучно. Ребенок с опытом депривации и травматических отношений не имеет опыта близости
И, естественно, ни о какой сепарации в данном случае говорить пока нет смысла. Проблема самостоятельности и ответственности – это огромная проблема на самом деле выпускников. Человек, который говорит, что мне не нужны никакие отношения, да, вообще мне никто не нужен, имеет на самом деле опыт нарушения привязанности, то есть имеет эмоциональную травму. Человек становится человеком только в отношениях, да, человек-человек. У приемных же детей интерес в большей степени идет к вещам, нежели к людям. Для них идеальный взрослый – это не тот, кто рядом, а тот какой-то вымышленный, который он себе выдумал в голове. И поэтому отделиться невозможно, не объединившись с человеком. То есть, да, они, может быть, и проговаривают, что вот, я скоро уйду с вашей семьи, я буду наконец-то самостоятельным, буду сам распоряжаться, что хочу, то и делаю, никто мне не будет здесь, как говорится, говорить, куда и чего. На самом деле это говорит тревога, да, за него. То есть внутренне ребенок напряжен, тревожен, и выдает это как такая функция защиты, да, то есть здесь говорится в его словах. Поэтому отделиться, вот так сказать, чтобы ребенок стабильно и был внутренне спокоен, был со стабильной психикой, как говорится, да, вышел, только именно объединившись изначально со взрослым. Научиться самостоятельности ребенку никак невозможно, не имея опыта эмоциональной близости. Иногда приходится держать на руках, да, как говорится, берем приемного ребенка на руки и донашиваем его. Да, то есть есть вот такой слоган. Пока опыт этот не перевесит, то есть пока ребенок не насытится, пока он не вот этим детством полностью, как говорится, внутренне не будет полон. И вот когда этот опыт перевесит, только тогда уже мы можем что-либо говорить о том, вот таком понятии, как сепарация. И эта миссия одинаково сложна и для ребенка, и для родителя. Пока каждый не скажет: да, действительно, ты мой. Да? То есть вот такое теплое здесь на самом деле выражение. Следующий слайд – это динамика сепарации и близости ребенка. Вот здесь графически как раз-таки вот эта динамика показана. Если с кровными детьми мы отделяемся постепенно, да, вот это нижнее, получается у нас графический рисунок, когда квадрат и ромб в квадрате, да, то есть мать и ребенок. И в дальнейшем эта сепарация идет постепенно. То 2 шага вперед, 1 назад, то шаг вперед, да, и так далее. То есть то с приемным ребенком данная картина будет совершенно иная. Вот эта верхняя картинка, это как раз-таки с приемным ребенком. То есть сначала ребенок и родитель, они разделены между собой даже стеной. Реальной, психологической, да, то есть связи нет, либо препятствия для связи нет. И эта стена не обязательно может быть реальной, да, эта стена может быть травма, полученная ребенком, да, в предыдущем опыте. Это могут быть какие-то обстоятельства. Это может быть страх эмоциональной близости, как у родителя, так и у ребенка. И сложности принятия ребенка – это, естественно, разрушенные ожидания. Здесь может быть также, да, то есть родитель хотел и думал об одном, что это будет вот такой ребенок. На самом деле пришел другой. И первое, что здесь необходимо, это, конечно же, избавиться вот от этого препятствия, чтобы справиться с собственными ожиданиями, с собственным страхом, с депрессией родителя, да, в конце концов. Следующий этап, как вы видите, да, здесь уже нет стены, но есть дистанция между родителем и ребенком. И это тоже этап непростой. И если в этот момент родители рассуждают, что ну вот она наконец-то пришла, да, и долгожданная самостоятельность, вроде бы и вот какая-то близость уже, что ребенка уже вот сейчас мы и в колледж пристроим, жить он будет отдельно, и деньгами будет самостоятельно пользоваться, да, и их, как говорится, разделять. На самом деле это иллюзия. Это наступает как раз-таки момент безвременья, где эмоциональной близости на самом деле еще нет. Теперь нужны шаги навстречу, а для этого необходимо время. Да, то есть время, усилия именно дают вот этот эффект связи. Иногда приемному ребенку не хватает возможности набрать опыта вот этой связи и близости
для того, чтобы отделиться. И его приходится опять снова брать на руки, да, ну, как говорится, в кавычках. То есть такому ребенку всегда нужно больше поддержки. Как же расстаться с ребенком после того, как вот наладилась эта эмоциональная близость? Да? Иногда можно задать такой вопрос. Есть причины, по которым ребенку трудно на самом деле отделиться от родителя. И эти причины вот сейчас мы видим как раз на слайде. И это характерно не только для семьи с кровным ребенком, да, но и семьи с приемным тоже. Причина, по которому ребенку сложно отделиться от родителей, когда ребенок занимает не свое место. Что это имеется в виду? То есть ребенок занимает в семейной системе роль, от которой нельзя, как говорится, его оставить, и которую другой выполнять не может, которую он не может оставить. Это тот, о ком все беспокоятся всегда. Это человек, который всегда нужен всем. А это может быть просто козел отпущения, который всегда во всем виноват. Ну, вот как пример слова приемной мамы. То есть, да, это же тот человек, который я нужна. Я нужна ему единственному. Он меня любит единственный. Он всегда меня единственный ждет дома. Что это? Да, то есть вот это как раз-таки причина, по которому ребенку трудно отделиться от семьи. То есть ребенок занимает не свое место, не свою роль выполняет. А нет ли функции и роли, которые ребенок выполняет в семье, и которую больше другой никто не может взять на себя? Вот такой, то есть вопрос должен был родитель себе задать. Да, что происходит в моей семье? Почему ребенок взял эту роль, и я допускаю, чтобы это так и шло далее. То есть задуматься. Второй момент, когда связь между ребенком и родителем вроде бы прекрасная, да, люди не представляют даже жизни друг без друга. Это вот как раз-таки симбиоз, да, но природа, да, как говорится, природа развития, она берет свое, ребенку нужно идти в школу, нужно, например, где-то учиться, нужно проявлять себя, и вот в этот момент эта автономность, когда ребенок, да, автономен, начинают плохо себя чувствовать все. И тогда родители снова берут ребенка на ручки, как мы говорим, да, и снова все прекрасно. То есть вот такой конфликт симбиоза и автономности тоже является именно той причиной, по которой ребенку очень трудно отделиться. То есть, да, в семье все хорошо, внутри все прекрасно, да, а снаружи все плохо. В школе ничего не получается, постоянно какие-то проблемы, взаимоотношения с учителем, что-то всегда забыл, когда в школу готовится и так далее. То есть на самом деле у ребенка вот эта состоятельность, она должна быть снаружи. Да? То есть ребенку должно быть хорошо с ровесниками, с теми, кто его окружает, да, со сверстниками. Ну и здесь, конечно же, отсутствие чувства вины у родителя, да, то есть здесь тоже нужно вот это отследить у себя. А не беру ли я, вот, нет ли у меня вот этого чувства вины внутри. Ответственность перед родителем и вернуть родителям долг, да, вот ответственность перед родителем. То есть очень часто родители своим детям говорят: ну вот, мы тебя воспитали, и твоя ответственность сейчас, долг твой — это быть счастливым. Ну, да, во-первых, вернуть долг родителям невозможно, это раз. И единственно возможный путь — это передача того, что ему дали его родители, передать его своим близким, своим детям. Вот эти слова и нужно транслировать ребенку, да, на самом деле, то есть это невозможно, да, то есть тот долг, который мы проговариваем там какой-то, чтобы ребенок сделал. Контроль как родительская тревога, как перфекционизм. Очень часто родители, контролируя своих детей, не задумываются о том, что данный контроль может послужить, ну, то есть в обратную сторону. А как сложился у тебя день? А были ли у тебя трудности? А тебе нужна моя помощь?
То есть вот эти слова должны быть в принципе ребенку сказаны, и я думаю, они будут достаточны. Когда родители начинают уж слишком влезать в жизнь ребенка, да, то есть начинают там и без спросу влезать в телефон, и без спросу где-то что-то, какие-то личное что-то читать у ребенка, дотошно начинают контролировать каждый его шаг. Ну, я думаю, что это будет не в плюс их взаимоотношения, то есть доверие будет подорвано, естественно. Ну, а в отношении родителя, конечно же, это родительская тревога. Это тревога за ребенка, а что будет, а как он без меня и так далее. Ну, то есть здесь нужно немножко все-таки отпустить, да, и передать какую-то долю ответственности уже ребенку. Перфекционизм, как же он здесь выражается? Я училась на 5, а ты не можешь. 4 получил, а что, не мог до 5? Ну, то есть вот такое стремление родителя, чтобы все было лучше и лучше, это тоже, кстати, связано с тревогой. Да, с тревогой за то, что всегда должно быть все прекрасно. Ну, хотя кому нужно, да, вот это вот все прекрасное? Ребенку уж точно этого не нужно. Невозможно сепарироваться нормально, когда ответственность лежит на одном человеке, например, только на маме. Эта ответственность все-таки должна быть разделена. Разделена и с папой, и с бабушкой, да, ну и в конечном счете, когда ребенок уже взрослый, это и здесь и общество уже идет, и страна, ну и в конце концов судьба. Страх сепарационной тревоги, страх реальной и воображаемой разлуки с объектом привязанности. Ну, то есть, что такое страх, да, вот сейчас я прочитала страх сепарационной тревоги. Вот этот пик, он приходится примерно на 7-9 лет. Дети, которые находятся в учреждениях, да, в детских домах, вот они как раз-таки в этот период переживают этот страх в виде тоски по семье. Стресс при разлуке, даже если разлуки еще нет, это имеется в виду, когда ребенок, к примеру, находится дома и проговаривает родителю следующие слова, то есть родитель вроде бы еще и не ушел, а ты когда уйдешь, а ты долго будешь там? Да, то есть невозможность ребенка находиться без близкого человека вне дома. Страх трагических событий, которые несут потерю близкого. Соматические жалобы ребенка при разлуке, когда ребенок, например, говорит, там, звонит маме, что мама ушла куда-то, или мама, у меня живот болит, мама, у меня голова болит. Вот это как раз-таки опять страх такой сепарационной тревоги. У приемных детей это может быть выражено даже в том, что когда-то была травма потери тоже близкого взрослого, и ребенок начинает как раз-таки вот это сюда уже переносить. И может доходить вплоть до того, что иногда ночью дети встают и слушают дыхание родителя, то есть не умер ли родитель, да, не будет ли той потери, которую я пережил до этого. Из исследований теперь даже страх сепарационной тревоги уже диагностируется у людей от 18 лет и старше, и выражается он как раз-таки в нарушениях поведения. И здесь в большей степени, конечно, в первую очередь необходимо справляться это с тревогой, то есть работать не над поведением, да, не над той верхушкой айсберга, которую вот мы видим, а с тревогой, которую переживает ребенок. Период выпуска, как мы уже говорили в самом начале, это кризисное время. Молодые люди переживают двойственные чувства. И кризис это для приемного ребенка одновременно вроде бы и радует, а с другой стороны и пугает. Ну, радует свободой, пугает перспективой остаться одним. Рассчитывать во всех отношениях и материально, и эмоционально только на собственные силы. И эта амбивалентность чувств, она приводит к противоречивости и в поведении, и учащению конфликтов с приемными родителями. И в результате очень многие дети начинают демонстрировать уже родителю свою независимость при каждом удобном случае. То есть не командуйте мной, я от вас 18 лет уйду. И в то же время как раз-таки вот эти старшие подростки, они могут очень нервничать. У них начинаются эмоциональные срывы порой. Некоторые даже могут, как говорится, идут в разнос. У этих конфликтов есть, как ни странно, некоторый функциональный смысл. В чем он? Он упрощает как раз-таки процесс расставания семьи и подросшего птенца. То есть дети как будто бы уже сейчас
проигрывают вот то, что будет, когда они будут выходить из семьи. Да? То есть такая репетиция идет. Многие дети, пробуя свои силы, совершают достаточно рискованные поступки. Начинают курить, употреблять алкоголь, наркотики, да, ну, то есть вот это примерно где-то лет, ну, вот, как раз перед выходом, за год, за два, 16-17, да, если они в этот период выходят. Находить себе ужасных с точки зрения родителей, друзей. Если в детстве ребенок просто принимал как данность правила и ценности в приемной семье, в которой он жил, то в подростковом возрасте, в старшем подростковом, он уже критически начинает переосмысливать их, проверяя все на собственном опыте, их, как говорится, подлинность. И в приемных семьях подростки проходят тот же самый путь. Иногда в поисках своей индивидуальности приходят к тому, что вдруг вспоминают и начинают примерять в своей жизни поступки, которые были характерны для их кровных родителей, да, своих кровных семей. Вот употреблял мой отец алкоголь, и я тоже буду. Не учился же он ни в каком институте, работает, там, да, не имел образования, я тоже буду так же. Ну, сидела моя мать за воровство, и что, и я тоже посижу. Ну, не умерла же. То есть некоторые дети могут даже и вот такое декларировать вслух. На самом деле это, конечно же, все говорит их тревога, да, их напряжение, вот это, которое скапливается как раз-таки вот к выпуску, да, из семьи. Приемные родители также это переживают события, естественно. И здесь стоит отметить еще такой формальный момент, что семьи, которые не имеют статус усыновителей, а именно это опекуны, это приемная семья, да, в 18-летие приемного ребенка юридически прекращается уже действие договора об опеке, да, и меняется, естественно, статус ребенка. И к этому событию родители тоже готовятся с чувством тревоги за будущее, за собственных вот этих приемных своих детей. У детей выходцев из учреждений, да, детских домов, чувства, с которыми выходят они, именно здесь в большей степени может быть даже связано оно с опытом произвола. Ну, что это означает? То есть их жизнь складывается так, что им самим нет возможности принимать решения. Да? То есть не формулируется вот эта связка, ты что-то сделал, возникли последствия, и ты можешь регулировать эти последствия уже, да? То есть отвечать за них как-то по-другому, может выстраивать в дальнейшем свое поведение. И что же делать вот с этой тревогой? Да? Травмирующий опыт в стрессовых ситуациях дает о себе всегда знать. То есть ту травму, которую ребенок пережил в стрессе, и все эти чувства, все внутренние, да, которые вот эти эмоции были, они сейчас, как говорится, на поверхность все вылезают. И страх этот проявляется очень эмоционально на самом деле. Чтобы этот момент был эффективным и для ребенка, и для родителя, естественно, мы как родители, как взрослые обязаны ему помочь. Помогая ребенку, мы помогаем себе. Важно, чтобы в будущем ребенку вообще хотелось жить, чтобы это будущее было привлекательным, чтобы оно было безопасным. Да? И поэтому необходимо сформировать такой позитивный образ будущего для ребенка. Да, понятно, да, тревога, да, напряжение, да, неизвестность, да, неумение строить планы, какие-то принимать собственные решения. Но с чего-то же надо начинать. То есть мы все равно ребенку что-то должны, вот, как говорится, как-то его тревогу снизить, да, и собственную. Ну и первое – это да, такой позитивный образ будущего. Первое – это информированность. Что она предполагает? Ну, здесь это вопрос очень широкий на самом деле. За один вечер с ребенком вы это все не будете, естественно, проговаривать. По мере того, как ребенок задает вопросы, вы отвечаете, разговариваете, беседуете, что-то сами рассказываете. То есть от вопроса, на что ребенок имеет права, да, и заканчивая выбором его, как говорится, дальнейшей его жизни. Так, если вы решили, что ребенок, например, идет там, в колледж, в техникум, вопросы, то есть ответы здесь должны быть предельно приземленные, предельно простые и доступные, чтобы ребенок понял. Для этого здесь не обязательно какими-то слоганами, да, разговаривать с ребенком. Можно просто взять ребенка, поехать в это учреждение, встретиться там, с человеком, который занимается, да, вопросами поступления
Здесь же сфотографировать, где что находится, кто за что, да, как говорится, куда прийти в первую очередь, куда во вторую. И чтобы ребенка вот эта тревога в дальнейшем, как доехать, а куда пойти, а кому что сказать, а что взять с собой. То есть, чтобы эти вопросы были ему предельно просты и уже понятны. Да? Какие экзамены сдавать, там, будут ли дано общежитие, платное или бесплатное, а будет ли выплачиваться пособие, а кто будет куратор, а учатся ли там друзья, а учились ли до этого друзья. То есть информация должна быть очень и очень, во-первых, конкретной, ну и, как я сказала, уже доступной. Если же ребенок плохо учится, то и в этом случае тоже должна быть информация по поводу будущего. Да? То есть есть ли учреждения, которые принимают, например, без аттестации, когда можно аттестацию пересдать, платно это будет, бесплатно, а если без аттестации никуда не берут, то тогда можно пойти работать, где работать, как долго, как готовиться к следующей аттестации, когда это пересдавать, где пересдавать. То есть вот эта информация, когда она есть, да, и когда эти вопросы, как говорится, созревают вот прямо здесь и сейчас, то их нужно прямо вот здесь и сейчас решать, да, и не откладывать. И если с профессией не определился ребенок, если ему сложно, то, естественно, мы берем ребенка за руку и идем к специалисту, который помогает именно с определением профессии. Если встают вопросы о деньгах, о получении жилья, то, естественно, тоже необходимо эти вопросы не откладывать, да, не говорить ребенку такого слова, как «я не знаю», «будь что будет», «ну посмотрим», «ну ты же уже взрослый, может быть, сам начнешь уже когда-то делать первые шаги». Да? То есть мы, естественно, вот такими слоганами, такими выражениями не разговариваем с ребенком, потому что ребенок ждет помощи в первую очередь от своего родителя. Ну, если же вы задались такой целью, что да, в первую очередь должна быть информированность, и ребенок уже, то есть по вашему опыту научается вот эту информированность, как говорится, получать, да, где-то искать, то, естественно, когда возникает вопрос, так, я не знаю, например, давай посмотрим, куда мы можем сейчас поступить, поищи ты информацию, потом мы с тобой вместе ее обсудим. То есть чем больше подросток сам будет узнавать, где-то что-то, да, искать, тем выше интерес у него к этому. То есть ту самостоятельность, которую ребенок проявит, она будет уже у него, как говорится, это будет уже его заслуга, и будущее уже в этом случае будет для него открыто. А это уже тренировка, как говорится, закладывание такое на будущее, да, немножко. Это по поводу информированности. То есть если родитель с тревогой, да, и с таким вопросом «я не знаю, что будет», я все ему передаю, всю ответственность, все, то, соответственно, эта тревога у ребенка будет еще больше, в 2 раза, как говорится, выше. И в первую очередь здесь работа с тревогой должна быть именно начата в отношении родителей. То есть и затем немножко стабилизация уже наступает. Второе, да, с чем здесь также можно по поводу сформированности позитивного образа будущего работать, это предсказуемость развития событий. К примеру, как будет складываться жизнь, если выбор твой таков? Да, то есть ты выбрал вот такую-то профессию, ты сейчас хочешь закончить, например, 9 класс, давай мы немножко распишем твое будущее, то есть что зачем следует. То есть по мере накопления вопросов расписывать это все вместе с подростком. То есть какую-то предсказуемость, не то, что должно быть вот так, да, то есть, а как оно есть вот у тебя здесь и сейчас. И здесь важно, что если, например, у ребенка возникает вопрос, то он должен быть уверен, что придя к вам, вы ему поможете, и, то есть вместе вы его раскроете. Но если не сможете с вами, то, естественно, вы идете вместе к специалисту, и здесь уже он вам делает какой-то расклад. И здесь та же самая задача – это снижение тревоги. То есть планирование событий его жизни, оно стабилизирует подростка, родителя и высвобождает силы для решения уже каких-то проблем иных, да, текущих, насущных, потому что очень много жизненных сил уходит именно на то, чтобы справиться с тревогой, чтобы скрыть эту тревогу даже.
И поэтому родители, которые вот как раз-таки говорят, что я не могу, я не знаю, пусть он сам, на самом деле это огромная трата сил, энергии, которая, опять-таки, да, я возвращаюсь, очень нужна во взаимодействии с вашим ребенком. То есть не нужно ее тратить на тревогу. С тревогой нужно работать. Ну и следующий компонент подготовки к самостоятельности жизни подростка – это возможность контролировать и планировать свою жизнь. Ну это уже примерно возраст от 15, да и выше, 15, 16, 18 лет. Это время выбора. Это время подготовки к принятию каких-то серьезных решений. Это время подготовки к взрослой жизни. Это время поиска партнера, да, как говорится, уже будущего спутника жизни, своей какой-то профессиональный, да, внутренний уже ориентир на профессию. И если у подростка есть возможность решать и участвовать это в диалоге с родителем, это на самом деле здорово. Если он здесь, в семье, уже имеет право решать какие-то вопросы, принимать какое-то решение, участвовать в семейном кругу, когда какой-то делается выбор, какой-то план составляется, и привлекается он при этом всегда, то есть да, не так, когда вот нужно это родителям, то соответственно и вот это умение, возможность планировать и контролировать уже у ребенка, как говорится, внутренне созревает. А если же этого нет, а так как это возраст как раз-таки сензитивный, когда ребенок именно научается и какие-то решения принимать, и что-то, как говорится, создавать вокруг себя, да, какие-то планы строить, то, соответственно, это будет он пробовать на улице со своими сверстниками. А как уже это пойдет, ну, это уже, как говорится, другой вопрос. Ответственность в данном случае, если говорить об ответственности, то тогда родитель должен спросить себя, а за что я могу ответственность передать вот здесь и сейчас своему ребенку. И эта ответственность будет только его, да, то есть научиться здесь и сейчас принимать решения в будущем, ему в будущем, это, как говорится, создаст почву, чтобы делать верные решения. Если же мы эту ответственность каждый раз, да, все делегируем, да, кому-то, ну, в большей степени, конечно же, самим себе, наверное, то и возможности принимать решения какие-то, да, что-то в голове, да, внутренне строить какие-то планы, то есть этого ничего не будет. И здесь, в первую, конечно же, остро встает такой вопрос, это вопрос о деньгах. То есть, а насколько и как распоряжается мой приемный ребенок ими, да, и как он будет ими распоряжаться в будущем. Потому что на момент 18-летия, естественно, у ребенка эта возможность, да, в полном объеме будет. И об этом уже стоит задуматься как раз-таки не в 18 лет, да, и не в 17, а гораздо раньше, в лет 14. И это вопрос именно о карманных деньгах. Очень часто родители задают вопрос, приходят на консультации о том, а нужны ли ребенку карманные деньги. А как я могу научить распоряжаться деньгами, если он, ну, вот он стал воровать, да, и так далее. Тогда, да, деньги – это большой компонент, да, компонент взрослой жизни. И вот все эти риски, которые связаны с деньгами в будущем, мы уже сейчас закладываем с вами. Да? Вопрос о том, знает ли он, куда тратится, например, то пособие, которое получают приемные родители, какую часть ему выдается, да, в виде, например, карманных денег, если это уже есть. То есть вот эти все вопросы, в принципе, с ребенком можно уже решать и какую-то ответственность ему в виде карманных денег, то есть передавать. То есть назначается определенная сумма карманных денег, как он их тратит, а куда ты их будешь тратить, а что еще можно делать с этими карманными деньгами. То есть деньги – это элемент взрослости, да, и он уже в принципе сам продиктован возрастом старшего подростка. И если деньги подростку в семье не даются, то эта тема все-таки не должна быть табуирована, а хотя бы она должна быть проговорена. Да, то есть для чего деньги, что с ними делают деньгами, как ими пользуются, а как бы ты поступил, а как ты думаешь на будущее. То есть вот
все, что касаемо вот, денег, все-таки это должно быть тоже темой разговора внутри семьи, то есть это не должно быть на это стоять табу. Ну, это к тому, это опять-таки о взрослости, о самостоятельности и о возможности планировать, да, свое будущее. Здесь же, когда ребенок выходит из семьи, встает такая еще острая тема, как тема связи с кровными родственниками, да, с кровной семьей. Возраст старшего подростничества, да, это время, когда дети задаются вопросом о принадлежности к роду, о желании узнать свои корни. И эта тема как раз-таки к выпуску, да, выпуску из семьи ребенка, она обрастает какими-то уже новыми нюансами. Могут всплыть много разных чувств. Это и обида у ребенка, да, чувство ребенка. Обида, что оставили, агрессия к родственникам, что не взяли и, да, отдали в детский дом. Подросток в этом возрасте может начать идеализировать свою родню, ну, то есть, да, они хорошие, лучшие. Особенно если же в семье приемной в последнее, например, время было непонимание, да, с родителями. С самим приемным родителям тоже сложно, особенно если, например, эта активность родственников возросла перед его выпуском, да, то есть до этого, значит, не приходили, не вспоминали, а тут, когда ребенок выходит, вспомнили, что, оказывается, есть. И здесь, к сожалению или к счастью, однозначного ответа нет. Единственное, ну, наверное, здесь, ну, нужно ответить, хочется ответить, это то, что нужно не терять доверие подростка. Для чего? Ну, для того, чтобы узнать, как его обстоят дела, да, вокруг него. И если ребенок это уже будет проговаривать с вами, значит, он уже этим будет делиться, и значит, он будет уже прислушиваться к вашим советам. Ни в коем случае не противоставлять семьи, да, не ставить подростка в ситуацию какого-то ложного выбора. И порой вот эта тема кровных родственников, она даже встает на первый план, да, встает более остро, чем, например, та же тема выбора профессии. И здесь также важна информированность, поддержка, предсказуемость, планирование, решение, да, поддержка близких. То есть, в принципе, в любой теме, которую мы хотим, вот, да, как говорится, с ребенком проговорить, обсудить, эти вот пункты, которые, да, мы с вами обозначили сейчас, они будут место иметь. Возможность рассуждать с ребенком о том, как будет складываться его жизнь, может возникнуть не обязательно там, в 17 лет, да, там, она может возникнуть в любом возрасте, и поэтому нужно разговаривать именно когда возник этот вопрос, рассуждать, мечтать о том, что будет через 5 лет, через 10, через 15, то есть это возможность у ребенка к чему-то стремиться, да, уже видеть какую-то собственную перспективу. И на самом деле хочется такое обозначить именно для приемных родителей, что опыт в семье для ребенка, опыт проживания в приемной семье для ребенка, который остался без попечения родителей, это огромный плюс его жизни. И этот опыт никогда не пройдет зря. Здесь они становятся сильнее в семье. И плоды эти, да, эти плоды, которые вот вы вложили в ребенка, они могут даже будут видны еще и не сразу, да, появиться, но обязательно будут. На этом я буду заканчивать. Огромное спасибо. Если есть вопросы, пишите на сайт Кариро. До свидания.